Ассаламу алейкум, друзья! В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудити» и я ее ведущий Рамзан Абуев. Сегодня у нас в гостях руководитель регионального отделения «Интеллектуальная Россия», учитель истории 23-й школы Грозного Ламали Мавлатов и заместитель директора 23-й школы Грозного Али Акуев. Машдуэл. Ламайл, расскажи, пожалуйста, вообще, чем занимается организация? Организация наша занимается в первую очередь пропагандой и развитием интеллектуальных игр, но помимо этого очень часто проводим различные форумы, именно интеллектуальные, как на региональном уровне, так и межрегиональном. Последний форум наш собрал представителей Крыма, Воронежа, Москвы, Ставрополя. Участвуют все категории. Есть форумы для детских команд, есть форумы и для взрослых команд тоже. Помимо этого, ежемесячно 2 раза в конце месяца по субботам и воскресеньям мы собираемся, где играет низшая и высшая лига Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Айл, что самое сложное вообще в работе учителя? На мой взгляд, в работе учителя самое сложное – это то, что всегда не хватает времени. Ну и, наверное, заинтересовать ребенка, привлечь его именно, чтобы он занимался на уроке и чтобы все это ему было интересно. Есть какой-нибудь принцип, которого вы придерживаетесь в взаимоотношениях с детьми? На сегодняшний день это, скорее всего, не считать ребенка ребенком, а относиться к нему как к взрослому человеку. К взрослому человеку. Да. Это хороший принцип, на самом деле, Айл. И давайте мы перейдем к игре, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать для вас оптимальные 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выбираете? Так, я думаю, мы знаем с тобой наши графики, люди постоянно заняты, поэтому звонить кого-то беспокоить нет смысла. Да. Ну и дозвониться тоже можем. Поэтому выберем мы право на ошибку и 50 на 50. Право на ошибку и 50 на 50. И наш первый вопрос звучит так. Что символизирует разные формы кувшинов для воды? Талант изготовителя, вместимость сосуда, семейный статус женщины, принадлежность к определенному сообществу. Так, несомненно, это вместимость сосуда. Хорошая была шутка. И талант изготовителя тоже, наверное. Ну, если серьезно задуматься над вопросом, я думаю, талант изготовителя виден будет по форме и по тому, насколько хорошо он продает свои изделия. Вместимость абсолютно не подходит. Принадлежность определенному сообществу нет, так как у нас у чеченцев все-таки, по крайней мере, в те времена, когда пользовались именно кувшинами, не было такого, что мы как-то делились именно по социальному признаку. И остается семейный статус женщины. Конечно, это семейный статус. Ответ С – семейный статус женщины. Ответ принят. Раньше родники были местом встреч молодых людей, где нередко горцы подыскивали себе невест, а кувшин являлся носителем деликатной информации об его владелице. Так, обладательница изящного сосуда с утонченным горлышком – незамужняя девушка, а сосуд с коротким горлышком и менее изящной формы говорил о том, что его хозяйка замужем. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Что из себя представляет великая сигнальная система? Деревянные вышки в каждом ауле, чтение азана в мечетях в случае опасности, цепь сигнально-сторожевых башен при опасности, на вершинах которых зажигали костры, на возвышенностях аулов зажигали костры. Как мне кажется, деревянные вышки в каждом ауле подходить не будут. Все-таки у нас есть большое количество сохранившихся башен. Мы видим, что все они сделаны из камня. Чтение азана в мечетях в случае опасности нет, так как если необходимо будет как-то предупредить соседей, все-таки с помощью азана до них не докричаться. Что-то должно быть на возвышенности. Остается 2 варианта. К какому ты склоняешься? Ну, это известный факт, то, что башни делились на 2 типа. Это сторожевые и жилые башни. И сторожевые башни имели последний этаж, ну, плоской такой формы, на которых, соответственно, и зажигали костры. Ответ С. Цепь сигнально-сторожевых башен. Ответ принят. Великая сигнальная система – башенная и оборонительная система раннего Средневековья, представлявшая собой цепь сигнально-сторожевых башен. Абсолютно верный ответ. Она была построена для оповещения в случае нападения неприятеля и имела важное стратегическое значение. На вершинах гор в хорошей видимости друг от друга были построены каменные сигнальные башни. При появлении в долине кочевников на вершине башен зажигались сигнальные костры, дым от которых предупреждал об опасности весь горный край.
Третий вопрос. Назовите первого доктора филологических наук чеченской национальности. Халид Ашаев, Асланбек Хазбулатов, Таштимир Эльдарханов, Юнус Дешириев. Как раз этот вопрос именно сегодня для нас был актуален, так как буквально вчера мы участвовали в полуфинале флагман образования, которые проходили как раз-таки на базе школы имени Юнуса Дешириева. Ответ Д. Юнус Дешириев. Ты согласен? Без сомнения. Ответ принят. Лингвист, почетный академик Академии наук Чеченской Республики, первый доктор филологических наук из числа чеченцев Юнус Дешириев. Абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Во что в старину заворачивали мальчика при рождении? В белую черкеску, в молитвенный коврик, в бурку, в шкуру волка. Так, как мне кажется, пошли уже более сложные вопросы, да? Сложные вопросы пошли. Давай разбирать по отдельности. Молитвенные коврики. Я не думаю, почему Я ты более белую черку. склоняюсь в бурку и В шкуру волка. волка. Мне тоже кажется. Но все-таки где достать шкуру волка? Ну да, ну плюс. Передавали из поколения в поколение, например. Мне все-таки, если родился ребенок, хочется что-то новое С завертуть учетом его. того, что речь идет о мальчике, это все же я склоняюсь к ответу С, бурку. Я согласен с этим. Ответ С. Бурка имела в жизни горцев большое не только практическое, но и ритуальное значение. Когда рождался мальчик, его заворачивали в бурку, чтобы вырасти настоящим мужчиной. Абсолютно верный ответ. Умер мужчина, его провожали в последний путь и накинув на него его собственную бурку. Пятый вопрос. Какой месяц считался нежелательным для вступления в брак в старину? Апрель, август, ноябрь, декабрь. Так. Но почему-то мне кажется, именно холодные месяца, возможно, будут. Но это чисто логически, если подумать. Если Ноябрь, подумать, декабрь, да, склоняюсь декабрь, больше к ну. декабрю я. Ну, так. Старину. С учетом того, что Может тогда- быть, и апрель тогда тоже было холодно. весеннее. Получается, весной все тает, может, из-за того, что слишком грязно было. и с учетом того, что начинаются все полевые работы, может и апрель, может и август. Может, воспользуемся подсказкой все-таки. Половина пути пройдена, не стыдно быть перед учениками. Нужно воспользоваться подсказкой. Какой именно? 50 на 50, наверное. Согласен. 50 на 50. И берите два неверных варианта ответа. И у вас остается апрель и ноябрь. Так. Ну, с учетом того, что у нас уже было предположение Да. убрать апрель, Думаю, выберем апрель. ответ А, апрель. Свадьбы в чеченских семьях устраивались, как правило, осенью и зимой. Считалось нежелательным вступать в брак в апреле. Бекарбут. Месяц кукушки мотивирует тем, что кукушка не имеет своего гнезда. Абсолютно верный ответ. Замечание по поводу начала сельскохозяйственной работы тоже, кстати говоря, очень уместно. Шестой вопрос. В каком году состоялось последнее собрание суда страны? В 1794 году, в 1867, в 1889, в 1920 году? Ну, суд страны, я так предполагаю, это Мехкел. Да. Мехкел. Так, если логически, я думаю, убирать какие-то ответы, если мы с тобой, конечно, не знаем ответ, да, думаю, лучше убрать 1920, все-таки в советское время, Мехкел, думаю, что именно в этот период нам не до этого было. 1794 год Ну, может был быть, именно как Мехкел. раз в период вот этих событий, установления советской власти, и попытались горцы какой-то важный вопрос Нет, решить. я думаю, все-таки в 19 веке это было. У меня выбор между Б и С. И с учетом, да, с учетом того, что между Б и С срок кто-то небольшой, то надо выбирать между ними. Мне кажется, все-таки Б будет. Почему, не знаю, какое-то внутреннее чувство. Соглашусь. Интуиция подсказывает, Интуиция, что но она это же может всё-таки- подвести. Ну пусть подведет. На шестом вопросе или все же воспользуйтесь правом на ошибку? Право на ошибку, я думаю, пригодится попозже. Но если не провалитесь,
получается, Сайрайд Адитарюка. Давай тогда подсказку. право на ошибку. И какой у вас вариант ответа? Вариант Б. 1867 год. 6 мая 1920 года на исторической вершине Кайташину-Кварта в последний раз состоялось заседание избранных от всех округов Чеченской Республики делегатов, которое подтвердило курс на создание государства. Возглавить было предложено внуку имама Шамиля Сайдбею. В ответ на это советская власть начала военные действия, которые продолжались до весны 1921 года, когда был заключен мир на условиях полной независимости чеченского народа в своих внутренних делах и амнистии всем участникам. Это неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. 7-й вопрос. Кто подарил коня герою СССР Мавлиду Висаитову, на котором он дошел до Берлина? Писатель Михаил Шолохов, маршал СССР Михаил Тухачевский, генерал Василий Чуйков, президент США Гарри Трумэн. К счастью, со мной рядом сидит историк, которого я урвал, который, я так думаю, в этом вопросе более компетентный и Его молчание говорит о другом. об уверенности. Пусть будет. Так. Рассуждай. Ну, думаю, рассуждать тут смысла нет. Если мне память не изменяет, хотя такое бывает очень часто в последнее время в связи с работой, это должен быть точно. Президент США. Президент США. Нет, я пошутил. Вы удивляете меня. Но думаю, все-таки Тухачевский. Давай пообсуждаем, не надо на меня все это скидывать сразу. Как будто во всех конкурсах мы с тобой вместе не бываем. Если мне память не изменяет, думаю, все-таки писатель Михаил Шолохов. Она может изменять. Бывает очень часто. Работа такая. Ответ А. Да, ответ А. Ответ принят. Михаил Шолохов вручил лучшего скакуна из своей личной конюшни Мавлиду Висаитову. На этом коне Мавлид дошел до Берлина и подарил коня на реке Эльба американскому генералу, который снял с себя орден Легион Почета, это высшая награда США, и вручил Мавлиду Висаитову. Абсолютно верный ответ. 8-й вопрос. Кто из будущих престонаследников побывал в крепости Грозная в октябре 1850 года? Николай I, Николай II, Александр I, Александр II. Так, можно убрать версию Александр I, потому что к тому времени, как говорится, он уже побывал на престоле. Николай II все-таки правил позже. Позже когда? Ну, вот последний император России, соответственно, я думаю, все-таки его тоже интересно. Так, остается Николай I или Александр II. Так, напомни мне, когда правил Александр II. Ну, по-любому это была вторая четверть XIX века, так как именно он отменил крепостное право в 1961 году. И, скорее всего, в 1850 году он был будущим престолонаследником. Нет? Да, возможно. Как раз-таки готовясь к тому, чтобы занять престол, он обещал территорию. Мы склонны думать, что это все-таки Александр II. Александр Ответ II. Д. Это окончательный ответ. Да. Ответ принят. В октябре 1850 года в крепости Грозная побывал наследник российского престола, 32-летний Александр II. Абсолютно верный ответ. В честь его приезда были построены Александровские ворота. После Октябрьской революции они были переименованы в Красные ворота, а в 1932 году снесены при прокладке трамвайной линии. Также в честь него была названа первая улица Грозного, улица Александровская. Это ныне улица Шейха Лемитаева. 9-й вопрос. Какая кинокартина стала дебютной для Дагуна Амаева? «Костры на башнях», «Обрыв», «Земля отцов», «Когда рушится мир». Как раз-таки именно все, что связано с кино, я думаю, твоя тема. Ну, из чеченских режиссеров, или он был не режиссер, мне знаком только Татаев, а про Дагуна Амаева Это актер. ничего не знаю. Ну, знаю, что это актер, но про его... то есть Очень это нравится. первая его роль, да?
Ага, первая его роль. А я думал, он снял именно кинокартину. Говорю. Я тоже подумал, что это он как бы снял. Ну, «Земля отцов» из всего этого отца. Более знакомый для меня именно «Земля отцов». Мне они вообще не знакомы. Разве что просто предположить какой-то из вариантов. Дагун Амаев. Не знаю. Давай вообще не выберем знаю. «Землю отцов». Пусть будет. Ни одна из этих кинокартин мне не знакома. И, насколько я вспомню, я их не видел. Но почему-то мне кажется, что это вариант А «Костры на башнях». Если нет возражений, Нет возражений. Я вариант полностью А. с тобой согласен. Ответ принят. В 1969 году Дагун Амаев сыграл первую роль в кино в фильме «Костры на башнях». Абсолютно верный ответ. В дальнейшем сыграл еще более 40 ролей, из них 35 главных. И 10-й вопрос. Как вы думаете, про что он будет? Какие-то догадки? Так, литература была, я думаю, достаточно уже. Истории намного больше. Истории намного больше. Все-таки хотелось бы, понимая то, что мы стремимся сохранить наши обычаи, традиции, вопрос из этого разряда. Все-таки год чеченского языка у нас сейчас идет. И 10-й вопрос. С каких слов начинается книга Магомета Мамакаева «Зелимхан»? Зелимхан всегда был образцом для подражания. С чтения азана на утреннюю молитву аул оживился. Все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушуллы, красавицы Зезак. Траурным безмолвием было охвачено село. Так, Ну, известное произведение. Зелимхан, я думаю, каждый чеченец, который умеет читать, прочел. ну, ты удивишься, что если узнаешь, что эта книга уже 2 года как стоит у меня на полке. У меня Руки не она тоже доходят. стоит, и я собираюсь ее повторно прочесть. Ну, вариант ответа. Я ее давно читал. Это было, наверное, где-то в школе. 2010 да? 2000 Еще 2016. раньше. Еще раньше. Это было давно. Если эту книгу ты все-таки когда-то читал, но не помнишь точно начало, давай берем лишние варианты. Я думаю, все-таки чтение азана на утреннюю молитву аул оживился. С варианта Б не начнется данная книга. Вариант Д подходит все-таки для концовки книги, потому что все-таки, зная, чем закончилась жизнь Зелимхана, мы с тобой можем предположить, что все-таки трагичный конец, траур должен быть в конце. И, как мне кажется, все-таки все беды от женщин. Поэтому я почему-то склоняюсь к варианту С. Как ты думаешь? Вынужден согласиться, так как читал я книгу давно, но обязательно в скором времени прочитаю заново. Ответ С. Все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушулы, красавицы Зезак. Ответ принят. Все началось из-за дочери харачоевского крестьянина Хушуллы, красавицы Зезак. Но виновата ли она, если пришло время, и в душе проснулось желание любить и быть любимой человеком, достойным ее? Это продолжение этого предложения. Роман Магомета Мамакаева рассказывает о жизни крестьянской бедноты в предреволюционные годы. Главным героем его является Бек Зелимхан из селения Харачой. Изображение автора: Зелимхан – народный мститель и борец против социальной несправедливости. Это абсолютно верный ответ. Вы абсолютные победители. Небольшие призы. Как и в любой игре, все-таки волнение было, продолжалось на процессе всей игры. Если говорить об эмоциях, в первую очередь радует то, что вопросы именно про нашу республику. Много чего из того, что мы забыли, вспомнили. Много нового все-таки узнали сегодня. Понравился диалог как с вами, так и со своим коллегой. Благодарим за приглашение. Мне в первую очередь понравилось, что все-таки за счет этой игры память освежилась. И не только освежилась, но и некоторые факты, некоторые вопросы дали новые знания. И, несомненно, это вопросы, которые касаются истории. Али, Ламалин, я горд, что вы выиграли. Алтия Берхтиэл, Дала Атуэлшин.
Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудити», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адюкейл Маршойл.